Татнефть-арена представляет 10 февраля. Встречай День влюбленных с Big Love Show. Ну, до Нового года холодильник был у нас более-менее полным. А сейчас уж, вот, как видите, немножко пустовато. Дания Фаткулина отмечает, пришлось вовсе отказаться от фруктов и свежей рыбы, хотя в детском рационе они очень нужны. Вместе с мужем Тагиром она сейчас воспитывает 3 детей. Многодетная мама признается, хотели родить еще и дочку, но поняли, что по финансам не потянем. Раньше тратили где-то около 50%, а вот сейчас с подорожанием 80% стало уходить на еду. От государства поддержки нет. Как говорится, сами рожали, сами растите. На самом деле, по-честному, смотрим на желтые ценники со скидкой. То есть, а что сегодня со скидкой? Артем Кузнецов сам многодетный отец. Говорит, повышение цен очень больно ударило в первую очередь по незащищенным слоям населения. В Татарстане 35 тысяч многодетных семей. Многим буквально не хватает 100 рублей, чтобы их причислили к малообеспеченным. Да и сами семьи не хотят вешать на себя такой ярлык. Обращений в организацию за поддержкой из-за того, что приходится жить впроголодь, немало. Артем отмечает, живем в России, а в регионах условия разные. В Татарстане почему-то нет того, что есть в Москве. А Москва, вот я вот смотрю на них, да, у них, вот как инфляция прошла официальная, какая-то там чуть-чуть, они тут же вот эту разницу в инфляции, то есть семьям, многодетным, компенсируют. Потребительская корзина изменилась, она же каждый раз меняется, как мы знаем, да, продуктовые, они тут же их компенсировали. Настал час Х, когда нужно подойти к полке и посмотреть, что же происходит такое с ценами, что взбудоражило целое население нашей прекрасной республики. И в чем причина? Вместе с профессором, заведующей кафедрой маркетинга КФУ Натальей Коленской мы решили собрать 2 разные корзины. Начнем с обычной, привычной для каждого покупателя. Конечно, по сравнению с прошлым годом цена выросла. И мы это с тобой сейчас замечательно видим. Но обрати внимание, масса-то сколько? 930 грамм. Стали экономить? Стали экономить 450. Всегда было 500. И фиксируем цену 30 рублей. Сознание фиксирует 30, 0,5. Не так явно, не так заметно, не так больно, исключительно эмоционально. Да? Конечно, страдает кошелек. А может, о щах поговорим? Больше всего с Нового года подорожали овощи. Теперь привычные щи обойдутся как минимум на 100 рублей дороже. Это при том, что мы сегодня еще мясо не покупаем. Выросла стоимость бензина. Сразу транспортные компании, перевозчики закрутили цены. Сетевики на это отреагировали. Это выросла цена. Это чисто экономические процессы. Причем это все закономерно. Это не хотелки наших производителей. Это вынужденные меры. Это реакция на экономические ситуации, которые сейчас происходят. Тот же самый НДС. Потребитель не должен страдать, отмечает Наталья. Экономические законы указывают на повышение, но не на сверхповышение цен, которые мы сейчас наблюдаем. К чему могут привести высокие цены, очень просто показать на второй корзине. Здесь всего лишь 2 продукта. Это чипсы и лапша быстрого приготовления. Сейчас на них спрос стал выше, чем на привычные, ведь цена почти не изменилась. Давай покажем нашу большую корзинку и с большим восклицательным знаком, что она не должна стать повседневной едой наших потребителей. Да, она намного дешевле получилась, чем те продукты первой необходимости, которые мы сегодня с тобой купили. Все-таки здоровое питание – это здоровое питание. Да, оно подорожало. И в целом оно подорожало действительно где-то на 5, где-то на 8, где-то на 13%. На самом деле цены еще не достигли того апогея, то есть они поднимаются, но постепенно. Не поднимаются резко, почему? Потому что у потребителей на самом деле снижаются реальные доходы. Люди стали больше брать кредитных карт, больше обращаться к потребительскому кредитованию. Так кто виноват, что цены поползли вверх, сети или все же производители? Мы решили выяснить у самого известного в Татарстане сыровара. Гауда, чеддер, чешир. Цену на сыр в этом году он не менял и говорит, пока не собирается. Ведь НДС на молочные продукты не изменился. Подорожание может быть ближе к лету. В торговые сети татарстанские производители заходить не спешат, ведь там делают наценку на товар от 40 до 70%. А когда он попадает в сеть, он становится уже премиальным продуктом. На нас выходила одна швейцарская сыроварня. То есть мы сюда, если привезем, заплатим, растаможим, он будет стоить 1500. Ну так вот, посмотрите, вот получается швейцарский сыр, который будет стоить 1500 рублей за килограмм, и наш сыр, который в сети тоже будет стоить таких же денег. Как сохранить клиентов ресторанам и кафе в ситуации, когда идет рост цен на продукты питания? Известный казанский ресторатор Нурислам Шарифуллин видит единственный выход. Сейчас активно готовимся к собственной ферме. Да? То есть мы нашли для себя такой путь решения. Мы убиваем 2 проблемы основные. Первое, есть общемировой тренд – это экологичность.
И это удешевит и себестоимость, и улучшит качество продукта. Есть только один босс, это покупатель, он может уволить любого. Но консолидации со стороны покупателей нет. Илсур Сафиуллин считает, над рынком продовольствия нужно вернуть государственный контроль, который был в стране до 90-х годов. Это позволит сдержать цены. Первое, что нужно сделать, это запретить открывать магазины на каждом шагу. Эксперт программы уверен, что издержки от открытия новых магазинов как раз и ложатся на плечи покупателей в виде цены. Но вот это регулирование на количество жителей открытия магазинов сегодня, мне кажется, напрашивается. Это необходимо. В конкурентной борьбе ритейлеры, эта борьба все равно приведет к тому, что кто-нибудь из них умрет. И рынок обвалится, останется один, и цены могут подскочить до невозможности. От 25 до 30 рублей, например, стоит буханка хлеба, а в ней сегодня зерна, так называемого подорожавшего, на 3,5 рубля. И когда вы покупаете за 36 рублей литр молока, оказывается, что сегодня молока в нем на 12 рублей. 12,5 рублей. Тоже неправильно. Мы что покупаем? Мы покупаем молоко или покупаем имидж? Айрат Хайруллин отмечает, сегодня за все платит покупатель. Даже за рекламу товара она уже включена в цену продукта. Когда человек заболевает, он идет к доктору, отмечает депутат Государственной Думы. Доктор ставит диагноз. Но если вы не устраните причину заболевания, вы опять будете заболевать. Вот в чем основная проблема. Сельхозпроизводитель должен получать от конечной цены на полке на уровне 60% стоимости. Соответственно, заводы начинают работать, рабочие места, зарплаты. Вот экономика начинает работать. А мы сегодня ужимаемся, а потом удивляемся, что цены растут. Сергей Темляков, Андрей Мохов. 7 дней. Татнефть-арена представляет 10 февраля. Встречай День влюбленных с Big Love Show.